Угольная компания «Колмар», являющаяся якорным резидентом территории опережающего социально-экономического развития Южная Якутия, отметила 20 лет с момента образования. История молодой и преуспевающей в сфере угледобычи якутской компании начинается с 9 апреля 2003 года. Тогда предприятие еще носило название «Нерюнгри-Уголь». Сегодня «Колмар» – это 3 шахты, 3 обогатительные фабрики, участки открытых горных работ, ремонтно-производственная база, железнодорожная станция и инфраструктура, собственный проектный институт. Компания входит в 5 российских лидеров по производству коксующегося угля, а общие балансовые запасы составляют около 1 миллиарда тонн угля. Предприятие обеспечивает работой более 6 тысяч сотрудников и отправляет ежегодно миллионы на благотворительность и социальную политику. Юбилей компании – это в первую очередь праздник для ее работников, поэтому программа юбилейных мероприятий «Колмара» была максимально направлена на их культурный досуг и поощрение достижений. Вначале в честь юбилея наградили производственников, шахтеров, обогатителей и водителей спецтехники. Весь март месяц трудовые коллективы горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Наглинский» и ремонтно-производственной базы соревновались в мастерстве, доказывая, что они лучшие в своем деле. Почетные грамоты, кубки и денежные премии в размере от 30 до 100 тысяч рублей распределили по 12 номинациям. Например, лучшее звено по добыче угля, лучший участок шахты, лучшая обогатительная фабрика, лучший экипаж карьерного автомобиля и так далее. Коллективы горно-обогатительного комплекса «Денисовский» одержали победу в 3 номинациях. Лучшая технологическая дорога за заботу о трудящихся и лучший участок вспомогательных производств. Последнюю номинацию вручили участку под руководством Ивана Топалова. Сейчас идет весенний период, тайка, то есть были брошены все силы на дороге, отсыпка, содержание полностью, примыкание, вода, угольная промышленность просит больших затрат. Мы подключили все силы, напряглись, одержали эту победу. От награждения производственников к встрече многочисленных гостей со всей страны. В соответствии с традициями многонационального Нерюнгринского района у скульптурной композиции «Олонхосуд» при въезде в районный центр состоялось приветствие гостей, прибывших из различных филиалов на юбилей компании. Церемония прошла по якутскому и русскому обычаям. Первым делом провели обряд благословения Алгыс, угостили гостей кумысом и оладьями. Затем, по русской традиции, дали отведать хлеб с солью. Кульминацией встречи стал объединяющий круговой танец «Асохай». Далее прибывших гостей разделили на группы для спуска в действующие шахты и Наглинская, и Восточная Денисовская. Обе шахты сравнительно молодые. Запуск первой очереди и Наглинской состоялся в 2020 году, а Восточную Денисовскую ввели в эксплуатацию весной 2021 года. Мощность шахты «Восточная Денисовская» составляет 4 миллиона тонн угля в год. Срок выработки – 37 лет. Здесь применяется метод отработки запасов длинными столбами – лавой. Такая технология позволяет существенно снизить себестоимость добычи рядового угля и значительно уменьшает его потери. Работа в шахте ведется круглосуточно в 4-сменном режиме по причине того, что шахта и в целом угольная промышленность является непрерывным производством, которое не терпит ни замедлений, ни остановок, ну и, соответственно,
прежде всего, помимо добычи, должна быть безопасность. Безопасность труда, безопасность наших людей и промышленности в целом. На шахте Инаглинская можно добывать до 12 миллионов тонн угля в год. Срок отработки запасов – 30 лет. Это рядовой уголь, так называемый. Тут и кусочки породы встречаются. Вот, кусочки породы встречаются. Это рядовой уголь. Уголь мы выдаем на поверхность. На поверхности его перевозится на обогатительную фабрику, обогащается и дальше уже отправляется потребителям. На сегодняшний день шахта Инаглинская считается одной из крупнейших в России. В ней трудится свыше 1200 работников. В рамках юбилея впервые для сотрудников Колмар на горнолыжной базе «Горизонт» был проведен корпоративный туристический слет. Всех участников встречали по традициям коренного населения Нерюнгринского района – эвенков. Работали фотозона, выставка народных ремесел, гостей угощали горячим чаем и пловом. За последнее время очень часто Колмар на данной базе организовывает свои мероприятия для развития спорта внутри компании, для того, чтобы сплотить коллектив. Коллектив становится дружным, более веселым, и работать так намного стало приятнее. Для подразделений и филиалов компании организовали туристическую эстафету, состоявшую из 5 этапов. Наша команда вот сплотилась, прошли первый этап, запыхались. Мы пробежали, значит, вот эти вот препятствия, потом прошли веревочную канатную дорогу. Это очень тяжело, конечно, оказывается. Наше время 5 минут 7 секунд. Нас в команде 6 человек, 4 мужчины, 2 дамы. Дальше идут, у нас еще будет палаточный конкурс, палатку ставить, костровой конкурс, да. По итогам состязаний победила команда московского офиса. На втором месте сотрудники ремонтно-производственной базы. На почетном 3-м месте Нерюнгринский офис. Для развития творческого потенциала сотрудников Колмара в 2021 году по инициативе Анны Цивилевой, председателя Совета директоров акционерного общества Колмар Групп, были созданы Лига женщин и Лига молодежи. Активисты этих объединений организовывают различные мероприятия, занимаются благотворительной и профориентационной работой. По случаю юбилея компании Анна Цивилева встретилась с активом обеих лиг. Кульминацией юбилейных мероприятий Колмара стало торжественное собрание в Доме культуры имени Пушкина в Нерюнгре. С 20-летним юбилеем весь трудовой коллектив лично поздравил глава республики Айсен Николаев. Уверен, работа будет продолжаться. Я искренне вас всех благодарю. Желаю вам всем и вашим семьям здоровья, успехов, благополучия и, конечно, дальнейшего процветания нашему городу. Спасибо. На торжественном вечере также были отмечены наградами передовики и ветераны компании.
Юбилей – это не только повод отметить достижения, но и напоминание о том, что еще предстоит сделать. Мы распределили нашу продукцию именно равномерно как на внутренний рынок, так и на экспорт. Поэтому компания Колмар продолжит свое развитие, следуя своей стратегии, расширяя, диверсифицируя бизнес. И мне очень приятно, что тот коллектив, который мы сегодня чествуем, поздравляем, очень многие стояли у истоков. Это настоящие ветераны производства. К ним присоединилась команда молодых, энергичных, очень креативных людей. Мне кажется, вот в этом тандеме мы сможем развиваться дальше, преодолевая любые вызовы, которые нам сейчас диктует реальность.